Роман Челебеджихан говорил, на Крымском полуострове растут разноцветные розы, лилии, тюльпаны. И у каждого из этих изящных цветов есть своя особенная красота, свой особенный нежный аромат. Эти розы, эти цветы, живущие в Крыму народы, крымские татары, русские, армяне, евреи, немцы и другие. Наша задача, собрав их вместе, составить из них красивый и изящный букет, основать на прекрасном острове Крым настоящую цивилизованную страну. Сегодня мы находимся в селе Лобаново Джанкойского района, основанного 155 лет назад чехами. И первым цветком из нашего красивого букета будет чешская культура. Лобаново – село в Джанкойском районе. До 1861 года здесь жили крымские татары, и поселение носило название Джадра. После окончания Крымской войны местные жители его покинули. В конце 19 века в село эмигрировали чехи. В память о своей исторической родине, чешском городе Богемия, они назвали селение Богемка. 21 августа 1945 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Богемка была переименована в Лобаново. Новое название присвоено в память о летчике, герое Советского Союза Евгении Лобанове. Да. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Диляра. Элеонора Ярославовна. Очень приятно. Очень приятно. Заходи к нам. Спасибо. хорошо. Знакомьтесь, это семья Иосифа и Элеоноры Прохасько. Их крымская история началась в конце 60-х годов XIX века. Основной причиной переезда чехов на полуостров была сложная экономическая ситуация, сложившаяся в то время в Чехии. Как рассказывает глава семьи, их предки поселились в селе Лобаново более 1,5 века назад. Мне и моим родителям наше село очень устраивало, как говорится. Здесь наш народ очень трудоспособный, очень дружный. Так что я могу еще сказать о своем селе? Я его люблю. Вот. И, как говорится, здесь выросли мои дети, мои внуки. Вот. И я проработал, как говорится, здесь с малых лет. Угощайтесь. Чехи любят такі кафе, як і кримські татари. Спасибо большое. Крымские чехи Иосиф и Элеонора признаются, Крым – это их родина, и менять ее они уже не хотят. Главное для чешского общества – не забывать свою культуру и традиции, учить детей патриотизму. Были мы малые, когда ходили мы в школу, мы изучали только русский язык, а чешского мы не изучали. Вот. А дети теперь уже, они интересуются чешским языком, даже по телефонам они изучают. А мы уже, как вам сказать, у нас уже все смешанное. И украинский, и чешский, и русский. По словам Иосифа Прохасько, до 1945 года в Лобаново жило немало крымских татар. Мы жили очень мирно и очень дружно. А когда их выслали, то через несколько лет уже там научились ихние дети, выросли, получили образование. Они приезжали сюда, домой, вот, чтобы взять немножко земли с этого места. Вот, и заезжали до нас. Жители Лобанова считают своей родиной не столько Крым, сколько само поселение. И даже свои желания и мечты связывают именно с этим местом. Чтоб наше село Богемка, по старому названию, Лобаново, было всегда примерным. Оно было всегда... И колхоз у нас был примерный, потому что работали здесь наши чехи. На старых фото семейные встречи, поездки и торжества. За каждым снимком особые эмоции и переживания. Это ваш двор? Нет. Нет? Вот это мой отец, Ярослав Кузьмич. Это моя мама, Матильда Йосифовна. Иосиф и Элеонора признаются, на родном языке говорят редко, а вот чешские песни, популярные в дни их молодости, в семье звучат и сейчас. Червена ружечка
про це не розвиваш. Про тебе, мой милий, про тебе, мой милий, вже к нам не ходіваш. Около 25 лет назад в здании старой школы был создан чешский культурно-этнографический центр «Богемия». Когда-то здесь проходили лекции по изучению чешского языка. Сейчас же на базе центра работает музей чешской культуры, католический костел и православная церковь. В 2001 году в селе появился свой католический костел. Инициатива по его открытию принадлежит местному жителю Виктору Прохасько. В то время сельский совет выделил данное помещение, и здесь была образована костел и центр. Как часто здесь собираются местные жители? Значит, каждую неделю, в воскресенье, приезжает священник. Священник сегодня у нас из Жанкоя, отец Игорь, он проводит мессу. Приходят люди разного возраста, в основном пожилые, приходит уже и молодежь. Вот он здесь, вы видите, вот здесь и материалы, они и песни поют, и читают, вот все атрибуты здесь. Особенное место в просветительском центре занимает музей чешской культуры. Экскурсию по нему сотрудники могут проводить бесконечно. Ведь именно здесь собраны ценные экспонаты, отображающие материальную и духовную жизнь крымских чехов XIX и XX веков. Вы здесь видите, у нас собраны предметы утвари, которыми пользовались в свое время чехи. Вы, наверное, уже видели наши сельские поселения, чешские дома, они были такие большие и стояли стоят вдоль центральной улицы, потому что с севера у нас постоянно ветер. И чтобы ветер не попадал в жилье, они стояли как бы по ветру. Дома большие, они так называемые трехраздельные, состояли из зала, кухни и каморы. Дома были украшены всевозможными вышивками, так называемыми прошвами. Вот здесь вот вы видите тоже эти предметы утвари. Здесь вы видите кровать того периода. Женщины в нашем селе занимались вышивкой, изготовлением прошв. Были такие специальные пяльцы, на которых они это делали. Вот украшали постельные простыни. Видите, вот эта простыня изготовлена в 1912 году. Здесь вот даже видно, значит, дату изготовления. Вот такие были накидки. Это все делали вручную. Одним из центров села была школа. Кстати, первая национальная школа в Крыму это была чешская. Эта школа была открыта в начале века, где-то в 12-13 году. Был у нас учитель, чешский учитель Крупичка, он здесь жил. Были 3 класса. Во-первых, все поселенцы, особенно дети, должны были иметь образование, начальное образование. В то время, когда приехали чехи, их было 60 семей на этой территории. И вот здесь вы видите и учебники, Евангелие. Все предметы, представленные в музее, собраны у местных жителей. Таким образом, чехи хотят передать дух того времени и сохранить свою историю для будущих поколений. Сегодня по счастливой случайности мы оказались на грандиозном празднике – Дне чешской культуры. Здесь представлены фольклор, традиции и обычаи чехов. Помимо этого представлены крымско-татарская, украинская, русская и армянская кухня. Тем самым чехи хотели показать свое уважение и дружелюбие к другим народам Крыма. Чехи – гостеприимный и щедрый народ. На своих праздниках они рады любому гостю. Вот и сегодня здесь можно увидеть представителей и других национальностей, которые чувствуют себя комфортно в чешском обществе. Такие мероприятия играют очень важную роль. Это очень знаковые мероприятия, которые способствуют объединению людей, которые способствуют тому, чтобы люди понимали культуру друг друга, чтобы люди в согласии приходили к разрешению различных конфликтов, чтобы их просто не существовало. И для того, чтобы людям
всегда радовались жизни, радовались каждому дню, которое предоставляет жизнь. Организуются вот такие мероприятия, на которых межнациональная культура является приоритетной. Организовывать такие праздники местные жители стараются ежегодно. Помогают им в этом и общественные организации. В такие дни здесь можно не только познакомиться с культурой крымских чехов, но и окунуться в атмосферу радости, счастья, добра и миролюбия. По предварительным подсчетам, в Крыму насчитывается около 1500 чехов, эмигрировавших на полуостров в конце XIX века. Самыми крупными поселениями чехов являются село Лобаново Джанкойского района, село Александровка Красногвардейского района, село Братское Первомайского района и город Симферополь. Вот такой наш Крым. Интересный, разнообразный и неповторимый. Каждый уголок полуострова пропитан историей и овеян легендами. Эту историю создают народы, проживающие в Крыму. И в каждом новом выпуске мы будем вас знакомить с новой культурой. На складанов, что в переводе с чешского. До новых встреч!